Это здание для детского садика в селе Атбаши начали строить 8 лет назад. Оно было рассчитано на 120 мест. Однако на завершающем этапе строительство приостановилось, и теперь с каждым годом состояние здания ухудшается. Окна открываются каждый раз, когда дует ветер. Скорее всего, они плохого качества. Мы регулярно их закрываем, но ручки у окон слабые, поэтому они плохо держат. В год начала строительства детсада общая смета составляла 22 миллиона 700 тысяч сомов. Из них 18 миллионов сомов были выделены из местного бюджета. Жители села вопрошают, на чьей совести незавершенное строительство – органов местной власти или компании-подрядчика, а разбирательство тем временем дошло до суда. Разбирательство продолжается уже 2 года. Верховный суд вновь направил дело на рассмотрение в Нарынский областной суд. Мы можем возобновить строительство только после решения суда. Мы сделали переоценку. На строительство потребуется еще 22 миллиона 400 тысяч сомов. Если средства будут, то мы достроим этот детсад. Немало вопросов возникло и к свежему ремонту Дома культуры имени Сейтказы Андабекова в центре села. Глядя на состояние здания, сложно поверить, что сюда было вложено 23 миллиона сомов. Во время дождей крыша здания протекает. Однако компания-подрядчик Атбаши Джаштары заявляет, что выполнила все обязательства по тендеру. Во время дождей в этом углу из потолка течет вода. Мы вынесли отсюда все. В этом маленьком здании имеется 4 места, которые затапливает водой. Наши ребята поднялись наверх и увидели, что на крыше имеются открытые дыры. Кроме того, там скопился мусор, который в любой момент может упасть вниз. Разбирательства по этим 2 ситуациям продолжаются, а сельские жители тем временем считают, что просто кто-то недобросовестный решил нажиться на строительстве и ремонте данных социальных объектов. Мадина Низамова, Адин Толюбеков и Ниат Эргешева, ЛТР, Нарынская область.